Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Христос анести! Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενον. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос анести εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενον. Можно ли выразить словами воскресение Христа? Воскресение может быть только провозглашено, как некогда об этом провозгласил ангел у пустого гроба. Ощущение этого события мы каждый раз вновь и вновь переживаем в литургии, когда священник выносит зажженную свечу из алтаря. На протяжении всей нашей жизни Господь поддерживает нас, укрепляет, дает свою силу. И более всего мы чувствуем это в Святой Евхаристии. Надо нам сразу сказать, что Божественная Евхаристия или литургия, или причащение, как мы говорим, это самое важное, что происходит в церкви. Это стержень церкви, стержень христианства. И, конечно же, Божественная Евхаристия – это богослужение, это опыт, тесно связанный с праздником Пасхи. Дело в том, что само установление Божественной Евхаристии связано с древнееврейским, внешне, по крайней мере, с древнееврейским пасхальным ритуалом. Это и чаша вина, это и хлеб, это и агнец, ягненок пасхальный. Но на еврейской пасхальной трапезе был действительно жертвенный ягненок, а на Божественной Евхаристии, за Божественной Евхаристией мы видим, что сам Иисус Христос, сам Спаситель, является таким ягненком, таким агнцем, чистым, непорочным, который приносится в жертву за грехи человечества, во искупление, во очищение, во спасение, преображение человека и мира всего. Поэтому связь между Пасхой и между Евхаристией мы видим теснейшая, это историческая связь. Таинство Божественной Евхаристии было установлено в последние дни земной жизни Иисуса Христа. Вот эта последняя неделя и вечер перед Его арестом и перед началом Его крестного пути был выбран как самый подходящий момент для установления этого таинства. Очень много связано разных деталей в Евангелиях с этим вечером. Господь посылает учеников, чтобы они нашли горницу, чтобы они нашли место для совершения Тайной Вечери. Упоминает о разных конкретных деталях. Все это в Евангелиях говорит о том, что Господь заранее знает о том, чему должно быть. И Он является хозяином положения, а не жертвой слепой судьбы. Да? Он все знает заранее.
И Он не идет по течению, но Сам является Господом, хозяином всей этой ситуации. Все под Его контролем и все в Его власти. Об этом евангелисты неоднократно подчеркивают. И Господь Иисус Христос тоже собирает в этой горнице семью своих учеников, семью своих апостолов, которые должны будут стать началом новой, большой, международной, можно сказать, или многонациональной семьи Церкви Христовой. И каждый раз, когда мы находимся в храме за божественной литургией, когда мы участвуем в божественной Евхаристии, действительно находимся в этой сионской горнице и участвуем в этой тайной вечере, которая каждый раз за каждым богослужением повторяется. Мы не просто как бы участвуем в воспоминаниях о том, что было совершено около 2000 лет назад, но это тайная вечеря, которая постоянно совершается, постоянно повторяется, и энергия Божия, или, как мы говорим, благодать Божия, действие Божие, греческое слово энергия, да? Энергия Божия оказывает действие на человека. Бог соединяется с человеком. Как без солнца не бывает весны, так и без любви к Богу мы не можем понять воскресение Христова. Для каждого христианина переживать воскресение значит ощущать духовную весну, весну надежды, весну освобождения от греховного сна. Пасха – это воскресение, это очищение. Вот мне кажется, что вообще, наверное, очень символично и вообще не случайно, что Пасха, вот она ведь практически выпадает всегда на весну. На время, когда вообще природа просыпается, пробуждается ото сна. В принципе, вот так и душа во время Пасхи должна пробуждаться для каких-то, для добра, для любви. Вот. И вот это чувство, в принципе, вот оно всегда присутствует в пасхальную ночь и в песнопениях Пасхи. Ощущение чего-то очень хорошего, вот, что будет, что произойдет. Это произведение песнопения, в которых есть любовь, есть теплота какая-то. Вот. И вот, наверное, и на Пасху при богослужении, вот, то есть все реплики священников, ответ прихожан, вот все это вот, наверное, это вот кульминация, наверное, в принципе, вообще всех богослужений, когда вот чувствуется наиболее такое единение всех. Дух мой, задумка Божия обрим на свете гэтым и на тым, что окаянному поэту в рифмарах трызнится про гэта. У нетрах плоти и души лихими жарстями протяты, на узмежжи пошуку и страты я дух свой быццам задушил. А у обителях нябесных, падрыхтаваных для мяне, няўжо ратунак ад мяне? Я ж выкуплены у воскрослым. Спрабую вырваться з турмы, колючий дрот грахоў трымае, і не жыву, і не паміраю, дух мой знямоглы і нямы. В адчаі ўласнага бяссілля малітва і скрынка творыць цуд. Дух святы воліць ад пакут, і я распроствую крылья. Православие – это исповедание воскресения. Еще апостол говорит, что если Христос не воскрес, то тщетна вера наша. И, соответственно, весь цикл богослужений церковных направленный стремится к празднику и торжеству торжеств Пасхи Христовой. Пасхальный канон начинается такими словами: «Воскресенье день, просветимся, люди, Пасха Господня пас, от смерти Бог жизни, от земли к небесе Христос Бог нас приведет, победную поющие».
вот такими торжественными словами начинается канун Пасхи. И так как икона, она является умозрением в красках, то есть она являет нам, представляет мысленные, какие-то умозрительные понятия для нашего восприятия, вот, зрительного. И вот эти все слова, которые наполнены о прославлении воскресшего Христа, они выражаются соответствующими каноническими знаками. Воскресение – это тайна, которая открывается сердцу всякого верующего, и в Евангелии как раз момент воскресения тоже сокрыт такими какими-то конкретными описаниями. И поэтому, в принципе, икона Воскресения Христова, как икона, как богословие в красках, она наиболее такая, также умозрительна. Она, с одной стороны, проста, с другой стороны, сложна и очень всеобъемлющая в своих формах и так, как она строится. В Евангелии впервые об воскресении Христовом вот свидетельствуют жены мироносицы, когда они пришли рано поутру на гроб и увидели отвален камень от гроба, от камня, и увидели ангела, сидящего на гробе, и говорят, что ищете живого с мертвыми. Вот, соответственно, на эти слова есть икона в церкви. Это изобразимо и понятно. Вот как раз вот несколько вариантов этой иконы вот можно будет увидеть, где изображаются жены мироносицы подходящие. И вот то, что я вам сейчас сказал, это все видимо. Это самый видимый аспект воскресения, то, что изобразимо. Все остальное, что происходило, оно тайно, потому что это происходило без свидетелей. 3 хрупкие силуэта на сером фоне скалы. То жены, ходившие следом, оплакать Христа пришли. Звучание ангельской песни все ближе и все сильней. Так весть о Христе воскресшем витает над бедной пустыней моей, и силится небо тайну миру всему передать. Потомки Адама смертны за тем, чтобы воскресать. Существует 2 вида иконы воскресения Христова. Это явление жен мироносицам к гробу. И вторая икона – это сошествие в ад. Икона – это канон где-то примерно с 7-8 века. Он уже утвердился в церкви. На иконе изображается вот этот именно самый умозрительный момент – это сошествие Христа в ад. Так как это сокрыто до времени от нашего взора, но в иконе это мы становимся явными свидетелями этого момента. Христос в блистающих одеждах, как солнце правды, символ, преображенном в своей плоти, явление неба на земле, он сходит в ад и, даже можно сказать, так стремительно выдергивает оттуда, из этого ада, праотцов и всех праведников Ветхого Завета. Всех, кто чаял пришествия Мессии на землю и ожидал его, но не удостоился во времени совпасть с этим моментом. То есть они ожидали его, находясь в местах, удаленных от божественной славы. И так как на иконе изображаются как личности известные исторические, библейские, вот пророк Давид, царь Соломон, узнаваемый явно, и, как я говорю, Адам и Ева прежде всего, как символ всего рода человеческого в совокупности, всех людей, живших и живущих, и которые будут еще жить на земле. И Иоанн Предтеча, как первый пророк, который ранее Христа сошел для проповеди также в преисподнюю. Христос является в мандорле, это образ сияния божественной энергии, небесный круг, знаменующий божественное достоинство и славу Христа, в котором находятся и ангельские силы. Вот они копьями пронизывают невидимых духов падших. Мысленные существа, и они даже имеют подписи, гнев, любостяжание, зависть, смерть. И 2 ангела связывают деятельность самого их падшего архангела, сатаны. Он должен искать Христа в жизни, чтобы почувствовать воскресение. Надо
быть неудовлетворенной этой жизнью. Ну, как бы не погрязать постоянно в этом, ну, житейском, всей душой, всем своими помышлениями в этой земной жизни. И тогда душа начинает высвобождаться, она понимает утомленность всего этого, она ищет исхода, потому что самое страшное, что нас всех ожидает, это смерть, это переход в неизведанность. Для человека, для которого это не нашел Христа, не нашел Его воплощение, Его воскресение, он не нашел свое воскресение, он не нашел свою вечную жизнь, он не нашел еще своего будущего. Человек как бы находится в консервной банке, и неизвестно, вскрыта она будет или нет. Мы все члены тела Христова. Церква – это тело Христово. И вот тут, у соборной молитве, это отчувание наибольш моцное, что мы члены тела Христова, мы Божие створение. Многие недосконалые, все мы недосконалые. Вот як иконы, які уже порепані, і там ледь лик Божий на иконе, святый лик, можно убачить. Вот так и наши души, сотворенные по обличию и подобенству Божьему, ледь это обличие и подобенство познается. И тем не меньше, у каждым, кто молится в храме, вот эта искринка Божия светится ярче. И вот кажденне, вот это как бы перед иконой, и перед иконами кажденне диакон альбо батюшка робить, и перед каждым прихожаном. И вот это знак того, что в каждом обличие подобенство Божие. Христос у воскресе, всеисно у воскресе, и реха гром весновый у поднебесье, и реха у сердцах, и реха у песнях, и вера, что кожный у Христе у воскресне. И тем рацядыде, и гора расстане, и смерть быццам прывид под солнцем светальным, мне во вспомин полноты добровестя, Христос у воскресе, всеисно у воскресе. Воскресение Христово, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты, бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Пасха для каждого христианина самый большой праздник, самый светлый, самый радостный. Но это радость не просто поверхностная радость от красного яйца или от каких-то внешних атрибутов этого праздника, но это глубинная радость
потому что это праздник жизни, праздник победы над смертью, победы над тлением, праздник, который говорит нам о светлой, о радостной перспективе человеческой жизни. Праздник, в свете которого, через призму которого все события нашей жизни приобретают глубокий и прекрасный смысл. Праздник Пасхи в наших богослужениях называется торжеством из торжеств. Это ночь пасхальная называется или сравнивается с днем, который ярче солнечного света, когда небо и земля радуются, воскресенье день, и просветимся торжеством, и друг друга обнимем, и скажем: братья и ненавидящим нас, простим всех воскресением. Да? Такие прекрасные слова поются в это пасхальное время. Конечно, если говорить еще о связи между Пасхой и причащением, и божественной литургией, которая совершается каждое воскресенье и каждый день, кроме некоторых дней Великого Поста, то когда мы причащаемся, когда священники в алтаре причащаются, то они первым делом читают молитвы, благодарение Богу и вспоминают Пасху и говорят: «О Пасха великая и священнейшая Христос, подавай нам исти Тебя причащаться в невечернем дне Царствия Твоего». Я хотел бы пожелать в этот прекрасный праздник Пасхи Христовой всем крепкого здоровья, счастья, радости, и чтобы Пасха Христова, чтобы радость Пасхи никогда нас не оставляла, чтобы она всегда жила в наших сердцах, чтобы весна духовная, весна пасхальная, весна жизни, возрождения, свободы, радости всегда была с нами. Свершилось чудо из чудес, пророчество небес. Христос воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес. И перезвон колоколов несет благую весть. Христос воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес. Народ ликует и поет, и слышно до небес: Христос воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес.